митинге, ну, Динара, если откажут, почему люди должны пойти? Мы сами выйдем на митинги. Пускай они будут несанкционированные. У меня уже 2 штрафа есть, пускай я отсижу 15 суток. Да? Но мы будем говорить людям о том, что выходите, поддерживайте, давайте протестовать. Ертең түгел Қазақстанды көшеге шығаруға мен өз басым барлығымыз атсалысамыз. Они объявили, что будут выводить людей на митинги. Мухтар Тайжан вообще заявил, что приложит все усилия, чтобы вывести людей и отменить все эти поправки. Булат Абилов заявлял, что он готов выйти не на несанкционированные митинги, и он не боится сесть ни на 15 суток, ни на 15 лет. Пожалуйста, я готов отсидеть. Я 4 раза там уголовные дела, я 3 по 15 суток отсидел. Готов 15 лет отсидеть, если нужно будет. Да? Вы думаете, я боюсь там тюрьмы или чего-то? Абсолютно нет. К сожалению, уважаемые друзья, ни Тайжан, ни Булат Абилов не проявляют активности. Я сейчас говорю, кстати, не в связи, не критикую их. Я поддерживаю любых тех людей, которые, в принципе, хоть что-то делают. Они хоть что-то делали. Но, тем не менее, они взяли на себя обязательства, создали эту коалицию, вдохновили людей. Люди ожидали, что сейчас вот они появились внутри Казахстана, руководители различных движений. Каждый из них заявлял о создании, о возможности, что они будут заниматься регистрацией партий. Булат Абилов заявил, что дважды ему отказали. Так вот, партия Алга Казахстан в августе дважды проводила митинги, несанкционированные. Их, да, штрафовали и так далее. Но, тем не менее, они выходили и призывали все другие партии, которых не регистрирует эта власть, присоединиться. К сожалению, партия Булата Абилова не присоединилась. После заявления в сентябре о том, что они выведут людей, мы не увидели тоже никаких результатов. Тайжан сказал, что он сделал 2 обращения для того, чтобы вывести людей на митинг, получить разрешение. Ему отказали, и он сказал, что все, он больше ничего не будет делать. То есть, получается, усилия были направлены только на то, чтобы просто подать заявку на митинг. Но власть никому и так известно не дает разрешения на проведение митинга. К сожалению, вот Мухтар Тайжан свои заявленные слова не подтвердил теми действиями, которые действительно способствовали бы выходу людей на митинги. Булат Абилов тоже поездил по регионам и затих. И сейчас Булат и Мухтар Тайжан, я обращаюсь к вам 25 октября присоединиться к митингам, объявленным Алга Казахстан. 26 октября присоединиться, сдать документы, Булат Абилов, получается, 3-й раз, на регистрацию Министерства юстиции. И вы понимаете, что там соберется большое количество людей, это привлечет внимание президента Госсовета и Шарль Мишеля. Это будет возможность оказания давления со стороны Евросоюза на Казахстан, чтобы Казахстан исполнил свои обязательства в конце концов. Какие требования выдвигает Алга Казахстан? Первое. Отмена президентских выборов. Второе. Зарегистрировать все политически создаваемые партии. Третье. Провести независимое международное расследование январских событий. Четвертое. Освободить всех политических заключенных. Поэтому я обращаюсь к Абилову и к Тайжану. Если вы действительно занимаете активную позицию, если вы действительно все ваши заявления хотите реализовать 25-26 октября на площадях в Алматы и в Астане, есть люди, которые придерживаются конкретной позиции, озвучивают свои требования. Они, между прочим, приблизительно такие же, как и ваши. Только ваши просто звучат как требования и все. И, соответственно, вы можете присоединиться, поучаствовать как в митингах, тех самых неразрешенных, как ты, Булат, сказал, что тебе не страшно 15 суток отсидеть и так далее. Вот это возможность. Тайжану обращение, что он бы выводил людей на эти митинги. Он может продемонстрировать и выполнить свои обещания. Так что, уважаемые друзья, у нас нет выбора.